Здравствуйте, я мастер производственного обучения Балгабаев Серик Жаксылыкович, Алматинского колледжа пассажирского транспорта и технологий. Тема сегодняшнего нашего урока – подготовка и покраска автомобильных дисков. Поцарапанные и проржавевшие диски портят внешний вид всей машины, но на самом деле в этой процедуре нет ничего сложного. Единственное, нужно правильно подобрать лакокрасочные материалы и соблюдать технологию, о которой я подробно расскажу вам. Чтобы не гадать, какой тип краски выбрать, можно отправиться в ближайший автомагазин и приобрести специальную краску для дисков. По сути, это обычная акриловая краска, но, как утверждают сами производители, более устойчивая к механическим и прочим негативным воздействиям. Но если специальной краски в продаже не оказалось, можно воспользоваться и обычным автомобильным аэрозольным лакокрасочным покрытием. Кроме самой краски, вам также потребуется обзавестись обезжиривателем, наждачкой и некоторыми другими средствами. Впоследствии такую краску можно будет обработать лаком или защитными составами, такими как жидкий чехол. Это тоже в некоторой степени защищает поверхность от механических воздействий. Еще, как вариант, можно использовать резиновую краску, которую по ошибке называют жидкой резиной. Это, пожалуй, наиболее устойчивое к механическим повреждениям лакокрасочное покрытие, но имейте в виду, что резиновая краска дает матовую поверхность. Необходимые материалы: антикоррозийная грунтовка, преобразователь краски, коррозии, наждачная бумага 120 нумерация, 800, обезжириватель, лак для авто или других защитных составов. Начинаем работу с подготовки колесных дисков. Это ответственный этап, от которого зависит результат всей работы. Если они литые, покраску можно выполнять, не снимая резину. Если же диски стальные и штампованные, резину желательно демонтировать и выполнить покраску с внутренней стороны, так как там тоже может образоваться коррозия. Колеса необходимо тщательно вымыть, желательно при этом использовать моющие средства. Затем поверхность необходимо зашкурить, чтобы удалить коррозию, а также основную часть краски. Если ранее диски были покрашены, слишком грубую наждачку для этих целей не используйте, так как она составит на поверхности глубокие царапины. По завершению работы со шкуркой диски необходимо очистить от пыли и затем обработать пораженные коррозией участки преобразователем коррозии. Покраску литых дисков можно производить без снятия резины и колес. Жидкость можно нанести на поверхность при помощи тампона или кисти. Главное, чтобы все пораженные коррозией участки были хорошо смочены. Спустя несколько минут жидкость нужно смыть, после чего зачистить поверхность щеткой, чтобы избавиться от преобразованной ржавчины, а также остатков средства, которые не прореагировали. Для достижения наилучшего эффекта процедуру желательно повторить. Затем, спустя некоторое время, обработанные участки необходимо тщательно промыть водой. После этого поверхность нужно обезжирить. Для этого смачивайте салфетку или чистую тряпку в жидкости и полностью оботрите подготовленные к покраске участки. На этом подготовка завершена. Единственное, если вы не снимали резину, ее необходимо полностью заклеить малярным скотчем. Причем края скотча следует заправить под обод дисков. Теперь можно приступать, собственно, к покраске дисков. Работа в домашних условиях начинается с подготовки помещения. На улице заниматься покраской не стоит.
так как пыль и грязь могут испортить окрашенную поверхность. В помещении же нужно выделить небольшую площадку и застелить ее полиэтиленовой пленкой. Кроме того, желательно устранить сквозняки. После этого нужно правильно прогрунтовать диски. От этой процедуры зависит долговечность и качество лакокрасочного слоя. Чтобы грунт хорошо схватился, первый слой грунтовки должен быть тонким. После его просыхания нанести более толстый слой грунтовки и тоже дайте ему просохнуть в течение 5-6 часов. Затем поверхность необходимо зашкурить наждачкой, нумерация 800. В итоге должна получиться гладкая матовая пленка. Далее отшлифованные участки надо еще раз обезжирить, после чего можно брать краску и красить. Предварительно краску тщательно взболтайте. Первый слой наносится тонким слоем, так же как первый слой грунтовки. Старайтесь распылять ее равномерным слоем, удерживая краскопульт все время на одинаковом расстоянии от поверхности диска, примерно 20-25 см. После просыхания первого слоя точно так же осуществляйте нанесение второго слоя, но его толщину можно немного увеличить. Если лак глянцевый, после его застывания желательно выполнить полировку. Единственная сложность заключается в том, что диски зачастую имеют сложную форму, поэтому для полировки следует использовать небольшую шлифмашинку с маленьким кругом. Для защиты поверхности другими составами, такими как жидкий чехол, понадобится лишь мягкая тряпочка или салфетка. Состав нужно нанести на поверхность и затем самому отполировать тряпкой, не принимая шлифмашинку. Если же для покраски использовалась резиновая краска, она вообще не нуждается ни в какой дополнительной защите и обработке. На этом, собственно, процесс покраски завершен. Как вы видите, эту задачу действительно может своими руками выполнить каждый автолюбитель. Главное не спешить и не придерживаться определенной последовательности действий. Спасибо за внимание. До свидания.